со вчерашнего дня, тем не менее, мы понимаем, что уровень самоизоляции граждан у нас повысился в середине недели, поэтому принято решение, по которому указом главы определено, что все-таки это уже не рекомендация, а обязанность граждан находиться, на самоизоляции. Необходимо обратить внимание, что трактовка данного указа, она полностью основывается на федеральном законе по чрезвычайной ситуации и полномочию главы субъекта Российской Федерации устанавливать правила поведения на территории субъекта Российской Федерации, либо его части, как было сделано по указу, именно в обязывании, в правилах поведения всегда только обязанности нахождения дома во время непосредственно объявления режима повышенной готовности. Хочу обратить внимание, что прежде всего, как уже говорил сегодня глава, режим повышенной готовности, режим самоизоляции у нас распространяется на тех граждан, которые находятся, и обязанность это в группе риска. К группам риска мы относим пожилых граждан, старше 65 лет. А для них сделаны были соответствующие государственная поддержка в виде 2000 рублей. И сегодня труда докладывает о том, что перечислена она у нас уже практически всем пенсионерам. Соответственно, эта группа риска – это те, кто находился в контакте с больными, те, кто прибыл из-за границы в пределах ближайших 14 дней, те, кто прибыл из других субъектов Российской Федерации в пределах последних 14 дней, те, кто непосредственно имеет ряд хронических заболеваний, особенно близких к пневмонийным заболеваниям, ну и в том числе хронических, таких как и диабет, и онкологические заболевания. Список достаточно известен. Это первая группа, которая, соответственно, находится вот такой обязательной нахождения дома. В части второй категории всех остальных граждан обязательство сохраняется для тех, кто непосредственно не задействован на работе, которая не является непрерывной. У нас на настоящий момент готовится указ главы республики в части того, когда будут определены те отрасли и те дополнения к тем, кто уже есть, как крупные торговые центры, которые уже запреты установлены по установлению запретов. Что еще работать не будет, исходя из того, что основная позиция все-таки жизнь не должна прерываться и предприятия должны работать. Есть те, которые, соответственно, у нас должны быть вот в такой вот серьезном режиме изоляции. И этих граждан это также будет касаться после определения перечня. С сегодняшнего дня сотрудники МВД, как вы обратили внимание, они вышли уже на патрулирование и соответствующую работу проводят. Мы находимся на стадии, с вами середины недели по дистанционному образованию. Необходимо обратить внимание, что много возникает вопросов, много сложностей. Больше есть вопросы технического характера, которые касаются и интернета, это в принципе ожидаемый вопрос. Сегодня есть вопросы, связанные с самой программой, на которой российской программой обучаются наши дети. Хочу обратить внимание, что необходимо всегда понимать, что в принципе у нас есть и свои наработки, по которым детки могут обучаться, и они во многом нас сегодня спасают. Но самой сложной для нас проблемой является эта психологическая адаптация именно к новому дистанционному образованию детей. Это стресс для детей, для родителей, для учителей. Это реальный такой стресс во многом, определяющий новую сферу и общения, и дома, и в школе. Ни один родитель не привык к тому, что ребенок сидит и получает знания дома. Ни один ребенок еще не привык к тому, что он должен получать знания в школе, дома, а не в школе, потому что он теряет этот социум. И, соответственно, достаточно сложно учителям. Я думаю, что мы достойно это пройдем. Есть определенные рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации. Мы также с ними работаем, отрабатываем. Возможно, все-таки, исходя из эпидемиологической ситуации, в тех районах, где у нас, будет уже благодаря естественным преградам невозможность к ним прибытия новых граждан. Возможно, мы там закончим четвертую четверть уже не в дистанционном порядке, а в обычном режиме.
ну, грубо говоря, вот в чистых населенных пунктах, где у нас не было приезда людей. То есть очень детально, четко отсматривая практически каждый населенный пункт, не напрягая, мы сегодня вот так вот идем к дистанционному образованию. Это вот те моменты, на которые хотела обратить внимание. Значит, наши медики также продолжают работать, и в том числе начали работать по таким моментам, которые у нас называются призыв военнослужащих. Сегодня определено место дислокации, там, где будет проводиться медицинский осмотр тех, кто призывается. Соответственно, решается вопрос о том, в каком порядке будут у нас давать медосмотры те, кто работает в сельском хозяйстве на молокосдаче. У многих уже закончился этот, медосмотр как таковой. Очень многие у нас сегодня медики уходят и на простой из-за того, что, деятельность учреждений плановая заканчивается, остается только экстренная и неотложная. Но, тем не менее, сегодня нужно обратить внимание, что нагрузка у медиков падает на лаборатории, и мы уже сегодня говорим о том, что уже сегодня наша Минздравовская лаборатория Республиканской больницы номер 3, впервые вышла на 270 анализов за сутки. Это непростая цифра, она нам давалась очень тяжело, только хотя бы потому, что нужно, чтобы все понимали, вирусолог, лаборант – это иная особая категория лаборантов. Да, и мы переучивали людей, наше оборудование перестраивали. Я думаю, что это мы прошли. И Мирный, и Мирингри у нас работают также сегодня по лабораториям. И, соответственно, лаборатория спеццентра. У них чуть-чуть попозже сегодня закончились анализы, у нас нет просто по ним еще и то. Наверное, вот такая ситуация сегодня. Готова ответить на ваши вопросы. Но они не элементарные, они определены, соответственно, непосредственно правилами, которые установлены санитарными правилами. А если у нас выявляется гражданин, который непосредственно помещен в инфекционную больницу, то в подъезд, в котором он проживает, он подвергается более усиленной дезинфекции. И соседи это прекрасно видят. То есть здесь не элементарные вещи, а достаточно такая серьезная обработка происходит. Есть разные относительно того, есть ли смысл, например, делать карту, в которой указывают в городе именно конкретно дома или кварталы, в которых, проживают такие люди, которые оказались, к сожалению, больны, да, не в силу каких-то обстоятельств, а они заболели этой болезнью сегодня, относительно которой является новой. Да? Есть разные позиции. У вас, в принципе, уже сегодня готова подобного рода карта. Роспотребнадзор и МВД, я думаю, через некоторое время определится все-таки, как мы ее будем использовать. Ольга Валерьевна, у меня тоже есть вопрос по поводу наших крупных недропользователей, вахтовых рабочих. Какой контроль здесь проводится? Удается ли договориться с работодателями по поводу 3-месячного срока, во-первых, а во-вторых, там есть нюансы, когда человек действительно не может в таком ритме работать слишком долго, поэтому все равно нужна смена. Для нас это, конечно, вы сами понимаете, что жители к этому тоже так вот очень осторожно относятся. Какую работу ведете?
Значит, ну, начиная уже, наверное, месяц, мы начали отрабатывать с недропользователями. Первая работа, которая была проведена, это продление вахты на 3 месяца. У меня на столе утром лежит непосредственно, ну, вот он здесь список, да, конкретно на апрель, на май, сколько человек, какое предприятие сегодня, какой недропользователь привозит. Во время оперативного штаба ответственный сотрудник Министерства промышленности докладывает о том, значит, какая вахта и сколько народу приезжает. Сегодня нужно обратить внимание, что если еще даже, наверное, месяца полтора назад, да, мы как власти, мы взывали к недропользователям, да, сегодня они уже очень четко прочувствовали вообще саму ситуацию, поэтому очень многие пошли на вот эту вот 3-месячную вахту с созданием соответствующих условий людям. Значит, изданы соответствующие постановления санитарного врача Российской Федерации, по которым определены непосредственно условия проживания в вахтовом поселке, обязательно 14-дневный карантин для подобного рода вахтовых работников, не смешивание смен тех вахт, которые закончила, тех вахт, которые пришла. Есть ряд недропользователей, которые работают, даже идут на уменьшение вахты. Так, например, значит, Селигдар, ПАО Селигдара, они сократили вахту. То есть если еще, например, 2 дня назад у меня лежало на столе, что у них 380 человек, сегодня они уже на вахту привозят порядка 140-160 человек. И то они дальше продолжают уточняться. Если честно, то, безусловно, ведем вот в таком вот прямо отслеживании там, значит, 1-2 человек. Да. Кроме того, хочу обратить внимание, что главы районов у нас тоже заинтересованы. Вот сегодня глава Оленёвского района позвонил, выяснил, что у них приехал, ну, как бы не находящийся у нас в списках человек на прокладку линии ВОЛС, ну и, соответственно, значит, он также оказался на 14-дневном карантине. Сегодня недропользователи очень четко свою социальную ответственность в этом вопросе понимают, потому что та ситуация, которая была в ХМАО, она, наверное, была для всех уроков. Еще дополнительный вопрос тоже в этом же направлении. Есть у нас старательские золотодобывающие артели, мелкие, коммерческого такого склада, да. Понятно, что там тоже частные интересы, как с ними, есть проблемы? Но сегодня уже все боятся. Ну, будем говорить, да, что как бы есть определенная уже боязнь от заболевания у всех, в том числе у тех, кто работает непосредственно, ну, например, у меня же на родине в том же Алданском районе, да, но в списке у нас всех на столах с фамилиями и с адресами прибытия. На сегодня есть соответствующий обсерватор вот и в Мирингре, да, и есть обсерваторы в том же городе Алдане. Более того, сегодня Алдан пошел на то, чтобы увеличить количество, значит, мест в обсерваторе. Сургутнефтегаз выделил отдельное общежитие на 100 мест на самом Талакане, соответственно, Роснефть, а там же у себя выделяет место для размещения, и Транснефть для размещения работников. Готова еще ответить на вопрос. Сегодня Айсен Сергеевич во время своего утреннего брифинга сказал о том, что завтра в пятницу вечером во время тоже заседания оперативного штаба будут подведены итоги. И я лично для себя так, в общем-то, подумала, что, наверное, у нас будет режим как-то сокращаться, смягчаться, и мы не будем сидеть до 30 апреля дома. Вы знаете, в данной ситуации, да, как бы мы вот уже, наверное, с вами в таком режиме нон-стопа работаем, наверное, порядка уже 2 месяцев, да, ведь по большому счету ситуация может измениться буквально за полчаса. Вот у нас заканчивают, например, прокрутку вот сейчас на 12 часов, да, прокрутка анализов прошла, она вся, например, отрицательная. Да, к 2 часам ночи там, или еще к какому-то, у нас теперь уже не одна лаборатория, а несколько, да, прокрутка анализов может дать тот или иной результат. То есть мы сегодня живем, вот, знаете, в состоянии в таком каждый раз, в каждой лаборатории, как отработать, в зависимости от этого. И, соответственно, мы понимаем, что уже это не та нагрузка, как у нас была, когда в республику въезжало 2-3 тысячи человек. Да, сегодня уже их там въезжает 600 человек во всю республику. Да. Посты уже установили на автомобильных дорогах. Да. Поэтому сказать о том, что вот у нас как-то там совсем все благополучно, я не могу сказать. Кроме того, я все-таки обращаю ваше внимание, да, как бы на указ, который вчера был издан.
перейти от рекомендации к обязанности, да, это, наверное, большой такой вот и, ну, так сказать, политический шаг своего рода. Это очень, наверное, тоже одно из тяжелых решений, да, и очень взвешенных и обдуманных. Поэтому все-таки, как бы там ни было, победить мы можем только в том случае, когда мы будем социально разобщены. Если власти всегда призывали, наоборот, к консолидации вместе там и так далее, то сегодня власть призывает, потому что давайте вот для того, чтобы победить и быть всем вместе дальше, нужно просто соблюдать как дистанции, так и все остальные расстояния в социальных контактах. Только так. Вы знаете, я думаю, что завтра у нас будет ВКС с районами, и мы все-таки определенного рода единую какую-то непосредственно схему отработаем. Да? Я за сегодняшний день, у меня просто вот каких только легенд я не наслышалась. Да? Меня спрашивали, дайте пропуск на машину. Значит, требовали с меня включения предприятий в какой-то некий перечень предприятий. Да? Ну, поверьте, мы для этого и даем информацию, что когда такие вещи будут происходить, мы одни будем объявлять. Есть единственный документ, который утвержден сегодня на уровне Российской Федерации, вы его можете найти в консультанте после первого обращения Владимира Владимировича Путина, это справка, которую выдают на работе, когда человек работает. Ну, конечно же, в условиях повышенной готовности каждый, который передвигается по городу, должен носить с собой паспорт. Если это не публичное лицо, которого знает, значит, весь город, да, если он неизвестен настолько. Ну, это я условно говорю, безусловно. Вот. Но сам факт, то есть это уже предполагается, ну, конечно, контроль будет. Меренги, входные ворота. Большое количество и железнодорожного транспорта. Сегодня все достигнуты договоренности и с Дальневосточной железной дорогой, и с железными дорогами Якутии для того, чтобы отслеживать сегодня пассажиропоток. Сегодня мы уже в большей степени акцентируем свое внимание на прибывших из других регионов. И, конечно, большая проблема, которая вчера также была поставлена у Владимира Владимировича Путина, это отслеживание тех, кто болеет пневмонией. Внебольничной пневмонии сегодня на жестком контроле. Пневмонии, которые сегодня вот могут стать причиной вот повышения количества людей с заболеванием коронавируса. Ну, не нужно никуда выезжать за границу или там находиться в зоне контактов или рисков. Заболевание этого может развиваться, исходя из того, что именно с диагнозом коронавирус, из-за того, что ослабленные легкие, из-за того, что пневмонийное заболевание, соответственно, в воздухе все равно есть.